России вот уже 22 года мы празднуем этот праздник, который очень часто называют Днем независимости. В этот замечательный день участники проекта «Дека СААЗ» вновь собрались в театрально-концертном зале, чтобы исполнить гимн страны. Давайте посмотрим, как они с этим справляются. Концерт – всегда хорошая возможность отдохнуть после рабочего дня, снять усталость и напряжение, получить заряд бодрости на рабочую неделю. Дата проведения следующего концерта участников проекта «Дека СААЗ» уже назначена, и до этого дня осталось не так уж и много времени. Если для обычных артистов этого времени мало, чтобы как следует подготовиться к концерту, то для педагогов проекта «Дека СААЗ» работы в несколько раз больше, потому что наши конкурсанты – это начинающие звезды. График работы участников проекта «Дека СААЗ» расписан очень плотно, и далее у них актерское мастерство с Хавой Ахмадовой по итогам минувшего концерта. Я сразу скажу о тех людях, которые меня впечатлили.
впечатлили, да? Меня впечатлил Ильяс. Как ни... Кстати, я меньше всего думала, что он меня впечатлил. Я вообще не ожидала. Те люди, от которых я больше ожидала, почему-то меня меньше впечатлили. Вот это там сейчас, то, что на репетиции сидишь с разинутым ртом, а на сцене все по-другому. Это жизнь. Знаете, еще одна деталь. В зале кажется, что очень хорошо. На записи это бывает дикий ужас. Так и было. Так и было. Но если уже на тебя смотрят с интересом, уже хорошо. То есть есть люди, на которых не интересно, а которые, вот, знаешь, раз, шла мимо, потом раз, так присела. Ну-ка. Да. То есть я не говорю, что, ой, как мне понравилось, но мне интересно. Хотя бы ради вот этого надо трудиться. Понимаете, о чем я говорю? Мне показалось, что было интересно, но вот нужны какие-то вот формы, которым мы будем к следующему концерту делать. Зураб, мне показалось, что вообще все свои Богом данные качества не использовал. Мог бы круче. Вот и настал один из самых важных и волнующих моментов на проекте, когда надо определять имена первых номинантов на выбывание. Ими станут 7 участников из 21, и прямо сейчас эти имена определит жеребьевка. Нам сейчас предстоит нелегкая задача. Вот у нас 21 человек. Сейчас выходят на сцену первые 7 номинантов на первый концерт. Поехали! Тарамова Милана. Прошу на сцену. Поприветствуем первого номинанта. Тарамова Милана. Эжаев Ризван. Ризван. Просим на сцену. Байкаю Зураб. Зубайраев Дени. Дудаева Лиана. Ибрагимов Умар. Багаева Хеда. Хеды сегодня нету, я слышала, что у нее экзамен, но в любом случае Медня Асхабова передаст. Итак, Том, вы можете сказать пару слов первым номинантам. На самом деле вам выпала, наверное, самая сложная задача. Вы будете первыми выступать, первыми показывать, первыми отчитываться перед зрителем, перед всей республикой за то, что вы получили на этом проекте. Но, наверное, вам и проще, чем другим, потому что вы все-таки первые будете, и оценивать будут вас первыми. Поэтому я хочу пожелать вам удачи, это больше, не подвести нас всех, потому что первый концерт был серьезный, хороший, планка была высокая, и этот месяц, который у вас остался, даже меньше месяца, вам нужно очень серьезно отнестись к тому, что вам говорят ваши педагоги, попытаться получить от них все, что можно за это время получить, конечно, срок небольшой. И этого удачи. Итак, первые номинанты у нас могут пройти в зал. Мы уже знаем имена первых номинантов. Итак, сейчас номинанты на второй концерт. Начинаем. Так, кому повезло? Дальше посмотрим. Эди Султанова Милана. Жагинян Сюзанна. Чинтаева Имани. Моя землячка. Забаев Магомед.
Ибрагимов Ильяс. И еще двое счастливчиков. Вы вообще волнуетесь? Никаких эмоций я не вижу. Мака Салтамурадова. И последняя участница второй семерки. Арзунукаева Зарета. Зарета, ты догадалась, что это ты? Да почему? Я на тебя посмотрела, я выдала себя. Итак, это вторая семерка. У второй семерки срок подготовки будет меньше. То есть от первого отчетного концерта до второго останется еще меньше времени. Потому что у нас месяц Курбан-Байрам. До этого праздника нам надо отчитаться, поработать на этой сцене. Но я думаю, что вы уже, имея за плечами 4 месяца на проекте, сможете это сделать с честью, с достоинством. Да, это был. Удачи вам всем. Запомните друг друга. Вы будете во второй семерке. Запомните своих конкурентов. И посмотрите друг на друга, двое из вас должны уйти. Пожалуйста, в зал. Да, вы можете прийти в зал. Ну и в принципе тут никакого секрета уже дальше нету. Третья семерка сама себя увидела, но мы все равно Да, это мы все сделаем. равно вызываем, да, всех. Хорошо. Дадаханова Сацита. Пожалуйста, Сацита, на сцену. Диниев Магомед. Магомеда нету. Джабраилов Ибрагим. Исраилов Хусейн. Ижаева Мата. Ну, у Маты тоже экзамен. Кантаева Зарета. И Пайзулаева Айна. Итак, вот у нас определилась и последняя, третья семерка. Ребята, у вас еще больше времени на подготовку, но месяц уразы перед вами, то есть на ваш период выпадает. И думаю, что вам будет нелегко, но тем не менее, да, это был. У номинантов на первый концерт времени на подготовку меньше, чем у остальных. И, может быть, кто-то из них разочарован результатами жеребьевки. Для того, чтобы это выяснить, мы решили задать им пару вопросов. Все это происходило на наших глазах. Мы все видели, как выбирали нас. Выпала честь, что буду тоже участвовать в первой семерке. Конечно, волнуюсь. Жеребьевка была очень справедливая. Мне попались очень сильные соперники. Мне кажется, что все справедливо, так как это все происходило на наших глазах. Вот. Я точно не знаю, но я надеюсь, что это было справедливо. Думаю, конечно, справедливо. Жеребьевка прошла, каждый директор концертного зала вытащил каждый номер. Я считаю, все честно, все правильно. Они заранее подготовили это, но это не одобряю, скажем. Если признаться, то в первой семерке, которую нас по жребию выбрали, все очень сильные, но если выделять одного, то, наверное, Денис Зубайраев. Я считаю, что я смогу выступить лучше всех и не волнуюсь. У каждого есть шанс всегда и у всех. Конечно, у всех по-своему красивые и хорошие голоса. Почему-то я выбрала Дани. Ну, ты его считаешь, да, своим Да. соперником? Я сказать, соперников очень много, все сильные, но считаю я сильным Зураба Байкаева. Все способные ребята, я это не исключаю, но сильный, слабый я бы не стал это различать. Возможно, одному из 7 номинантов, которого решат отчислить члены жюри, все же повезет. В случае, если окажется, что этот человек набрал наибольшее количество СМС-сообщений в зрительском голосовании, результаты которого мы объявим скоро. Участники, которые не номинированы, будут выступать в дуэтах со звездами чеченской эстрады, но не все.
На проекте скоро начнутся репетиции совместных выступлений участников. Çakala yanca büsa Olsun ya kheli bashar suna Evdella sadakta khuda büsu Gaydani ilasni khasbihuna Yatmachu sadakta khuda büsu Gaydani ilasni khasbihuna Gad sebrali tu sanatus Leaki Времени очень мало, на самом деле это мало времени, даже не полный месяц, даже для профессиональных артистов за месяц подготовить новую песню, это сложно. Но я надеюсь, что мы сможем им создать максимальные условия для того, чтобы они эффективно отработали. И на то он и конкурс. На самом деле первый концерт уже показал слабых, показал как бы аутсайдеров, показал лидеров этого проекта. И я думаю, что они, в принципе, и на втором концерте выступят так же. Итак, мы уже знаем имена первых номинантов на выбывание. Очень скоро нам придется попрощаться с двумя из участников проекта Дека СААС. Работы много, времени мало, поэтому ребята не могут терять ни минуты даром.